Программа «Муниципальный час» продолжает участвовать в решении вопросов жителей городов и сельских поселений республики. В сентябре прошлого года в выпуске принял участие глава Карабулака Ахмед Дидигов. Тогда на номер прямого эфира прозвучали вопросы самого разного характера. Сразу несколько жителей улицы 26 апреля просили решить вопрос с низким напряжением. Просьбу услышали, и с самого утра здесь кипит работа по установке нового оборудования. Старый трансформатор был установлен с расчетом количества проживающих на улице 26 апреля. Но со временем домовладений стало гораздо больше. Поэтому подстанция с трудом тянула нагрузку. Возникали систематические отключения. В данном случае, где мы сейчас находимся, на улице 26 апреля, около 200 домовладений обслуживают на данной трансформаторной подстанции. Данная трансформаторная подстанция, которая здесь ранее стояла 160 киловольт, заменяем его сегодня на 400. Данная трансформаторная подстанция уже в полном объеме может обеспечить то количество абонентов, то количество домовладений, которые запитаны от этого трансформаторной подстанции. В вечерний период вообще напряжение падает, потому что нагрузки, когда начинаются до 130, бывает до 160, 160 киловатт, 150 киловатт. Это мы сегодня с вами знаем, что это некачественная электроэнергия. Тимирбулат Аушев на улице 26 апреля живет с момента основания. Мужчина, как только узнал, что работы по замене трансформатора начались, сразу вышел, чтобы помочь. Говорит, особенно таким изменениям в электричестве будут рады женщины. Старый трансформатор был установлен почти 15 лет назад. Трансформатор ويقلق دق حماش مليلو حس تغ ترالي ماشين بلندر عما دق حماش بي قرر يعصبوا بيتصدقش جو بروبلم يروح جو دوح قوقتي نيس يروت بوخش اخر يردق دوخ دا صادول دق دي عشان يقول قايقه شون دا يرسخو جو دي قوقتي. Также в рамках обращения граждан проведена работа по установке трансформатора на пересечении улиц Западная и Батчалова. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова особое внимание в городе, как и по всей республике, уделяют вопросам участников специальной военной операции и членами их семей. В течение сегодняшнего дня будет проведена работа по замене трансформаторной подстанции по улице Фрунзе, которая запитывает улицу Революционная. Оттуда тоже у нас поступало очень много обращений. Также на данной улице проживают близкие родственники участника СВО, который погиб Далге Штолцов. И ввиду тех обстоятельств полностью, как я уже ранее сказал, по результатам анализа в 3 местах по городу замены трансформаторных подстанций. Жителей волновало и состояние дорог. Именно в рамках обращения в программу «Муниципальный час» удалось проложить гравийную дорогу по улице Тенистая. Жители здесь неоднократно жаловались на ямы и ухабы, а в дождливое время автолюбителям невозможно было проехать. Мучились и пешеходы. Протяженность данной улицы около 900 метров. Было бы принято такое решение. Работы нами проводились до тех участков, где застроено. Еще у нас здесь большой объем работы остается, который еще не завершен. Необходимо провести дополнительно еще. У нас дублирующая улица Молговецкая, более 3 километров протяженностью. И те улицы, которые нами уже благоустроены, нужно довести до конца. Это будет проводиться по мере заселения населения. В первую очередь ремонт проводят на тех улицах, где дорога особенно в плохом состоянии. При ремонте также учитывают проживание здесь участников специальной военной операции и членов их семей. На территории 4 микрорайона благоустроено 17 улиц в общем объеме 9 тысяч погонных метров. В целом работа по городу проведена по СЦП КПГС в объеме 11 тысяч погонных метров. На территории 1 микрорайона, где у нас были предоставлены земельные участки для участников СВО, там 2 улицы благоустроены, порядка более 1000 погонных метров. И также на территории 2 микрорайона проведена работа по восстановлению дорожного полотна. Основной акцент делался, где реально отсутствовали гравийные дороги. Работа по замене старых линий электроснабжения ветхих дорог продолжится и дальше. По плану в городе до конца этого года такие изменения произойдут на многих улицах Карабулака. Рида Сычоева, Султан Булгучев, Магаз 24.